Камбажап Цыбиков. Избранные труды. О Центральном Тибете. Прочитано Камбажап Цыбиковым 7 мая 1903 года на общем собрании Императорского русского географического общества. Это был отчет Цыбикова о его экспедиции. Часть 5. Духов-хранителей очень много, соответственно чему много и прорицателей. Старшим между ними является утверждаемый китайским правительством прорицатель Найчун Чайчжон, золотокровельный, храм которого со штатом духовенства находится на юго-востоке от монастыря Брайбун в тенистом саду. К нему обращаются за предсказаниями не только простые смертные, но и все высшее духовенство, до Далай-ламы включительно. Взаимное отношение их таково. Лама есть содержатель, то есть вместилище учения, а Чайчжон – его хранитель, давший клятву в неусыпной защите религии, за что будет чествоваться всеми. Поэтому лама чествует, делает жертвоприношение Чайчжону, а Чайчжон предотвращает все случаи, угрожающие религии и ее представителю ламе. Они являются контролерами друг друга и в то же время единодушными союзниками. В этой роли защитника религии чайчжоны, или вернее их прорицатели, играют громадную роль в жизни как отдельных частных лиц, так и монастырских общин, до Верховного управления Тибетом включительно. Влияние прорицателей до того велико, что с ними приходится считаться даже Далай-ламе и высшим хутухтам. Они стараются расположить их к себе. Роль чайчжонов нам хотелось бы отождествить с деятельностью прессы, начиная от серьезного обсуждения важнейших общественных вопросов до мелкой, иногда пристрастной рекламы включительно. Ритоды, которыми окружен по преимуществу монастырь Сера, суть отдельные кельи ушедших от мира и углубившихся в созерцании аскетов-монахов. Созерцание есть одно из 6 средств для достижения святости. Начало ему положил Гаутама, который, удалившись от мирской роскоши, искал истину. Позднейшие аскеты избирали местами созерцания глухие уголки в лесной чаще или темные пещеры в скалах. В дальнейшем аскеты уже не стали заботиться лишь о своем достижении святости. Их спокойное пребывание было нарушено заботой о просвещении других. Тишина кельи для единоличных созерцаний стала нарушаться шумом жаждущих просвещения, и на долю аскета легла новая забота о духовном и материальном удовлетворении их. Затем кумир светской суеты, удобная обстановка стала соблазном аскетов, и кельи вскоре обратились в более или менее роскошные дворцы с помещениями для учеников. Аскет обращается в полновластного хозяина и повелителя своих прислужников. В дальнейшем, с появлением культа перерожденцев, ритоды делаются наследственными имениями перерожденцев основателя, а некоторые обращаются в отдельные монастыри. Однако ритоды и в настоящее время в большом уважении у народа, и погребальные камни некоторых из них служат последним желанным ложем для умерших. На них разрезают трупы для скармливания их грифом и стервятником. Чудесные реликвии, которыми богат Галдан, показывают нам, насколько знаменитый Цанхава завладел умами своих последователей.
Такой последователь после смерти своего учителя, конечно, искал воспоминания о пребывании дорогого учителя, не довольствуясь оставленными им сочинениями. Он не верил, что учитель мог уйти бесследно, и искал следы повсюду вокруг основанного им монастыря, где тот провел последние годы своей жизни. В разных полосках и углублениях скал он видел следы чудес учителя, связывал их с тем или иным случаем из его жизни. Часто мечтая о своем боготворимом учителе, он чертил и высекал на скалах его образ и изображение Будды, покровительствующих ему. С течением времени рисунки и знаки, созданные ближайшими учениками Дзангхавы под известным действием суеверия, стали приниматься за чудесные реликвии, и каждый богомолец с благоговением прикладывался к ним. Характерно, что такие реликвии открываются и поныне. Так, теперешний Далай-лама добыл из скалы клад, состоящий из шапки и каких-то других предметов, приписываемых Дзангхаве. Положив этот клад в особый ларец, он передал его для хранения у гробницы Дзангхавы, а на месте нахождения реликвии поставил памятник. Далее опишем вкратце другие посещенные нами значительные монастыри и города. Они суть Дашил-Хумбо с городом Шихадзе, а также Джанцзе, Самья и Цзетан. Монастырь Дашил-Хумбо находится в верстах 250 на запад от Лхасы, на правой стороне реки Брахмапутры, которая в пределах Тибета называется Цзанчу или Цзанпочу. Монастырь расположен на южной стороне горного носа, образующего стрелку между упомянутой рекой и правым ее притоком Нянчу, и основан в 1447 году учеником Дзангхавы Гэндунтбом, считающимся первым перерожденцем Далай-лам. В монастыре около 3000 монахов, распределенных по 3 богословским и 1 мистическому факультетам. Хозяин монастыря считается перерожденец Банчен Ирдени, который и содержит находящихся в нем монахов. Украшением монастыря служат 5 особых кумирень из дикого камня почти одного образца с золочеными крышами китайского стиля. В 1 версте на северо-восток от монастыря расположен на отдельной скале замок Шихадзе, у подножия которого образовался город того же имени с населением, едва ли превышающим 6 или 7 тысяч человек. Здесь стоят небольшие гарнизоны, китайские и туземные. Сам замок замечателен тем, что при завоевании Тибета в середине XVII века монгольским гушиханам он служил местопребыванием правителя Тибета Цзанпо, который после долгой обороны был побежден и убит. В настоящее время замок находится в полузаброшенном виде, и с крыши его сбрасывают на скалу приговоренных к смерти. На расстоянии около 75 верст на юго-восток от Шихадзе, в долине реки Нянчу, находится один из старинных городов Тибета – Джанцзе, занимающий очень выгодное в транзитном и торговом отношениях место на пути в Индию как из Лхасы, так и из Шихадзе. В религиозном отношении он известен своим громадным субурганом Шодэньгомон и в 5 этажей со множеством комнат с разными, преимущественно старинными статуями Будд. В промышленном отношении город известен выделкой ковров из сукон. Тибетцы до недавнего прошлого ткали ковры лишь из одноцветной шерсти узкими полосами,
но теперь начали уже ткать по китайским образцам сплошные с рисунками ковры, которые по изяществу, хотя и далеко уступают китайским, но по прочности намного превосходят их, так как выделываются из чистой шерсти. Надо полагать, что ковровое производство могло бы очень развиться в Тибете ввиду дешевизны человеческого труда и овечьей шерсти. Монастырь Самья находится на левом берегу реки Брахмапутры, в верстах в 100 на юго-восток от Лхасы. Он является древнейшим из буддийских монастырей, будучи основан в начале IX века известным проповедником буддизма в Тибете Падмасамбхавой и ханом Тисронтевдзаном. В нем достопримечательна пятиэтажная сумма, построенная в стиле смешанной тибетской и индийской архитектуры. Влияние последней проявляется в том, что верхний этаж построен без колонн, которыми так изобилуют постройки тибетского стиля. Монастырь содержится на иждивении далай-ламской казны, и все кумирни отличаются сравнительной чистотой и изяществом отделки. Монахов в нем не более 300 человек. В верстах в 30 на восток от Самья, на правом берегу реки Брахмапутры, в устье плодородной долины Ярлун, находится город Зетан, который известен производством сукон, трико и желтых монашеских шапок. По преданию, в окрестностях города был найден и посажен на престол первый царь Тибета Нитя Дзанпо. В транзитном отношении город занимает выгодное положение на месте выхода в долину реки Дзан дороги, идущей из Бутана в Лхасу. Там, на границе с Бутаном, находится город Цона, где каждую весну бывает ярмарка, привлекающая много торговцев из Лхасы. Переходя к государственному устройству Центрального Тибета, мы должны сказать, что зависимость от Китая выражается в назначении от Пекинского двора маньчжурского резидента для наблюдения за верховным управлением. Во главе местного самоуправления стоит Далай-лама как духовный и светский глава Центрального Тибета. Духовное значение Далай-ламы получили во время ламы Гэнтун Джамсо, настоятеля Брайбунского монастыря, жившего с 1475 по 1542 год. Он был одновременно настоятелем 2 монастырей – Брайбуна и Серы, и при жизни своей приобрел такую известность, что его стали считать перерожденцем его земляка, известного основателя монастыря Дашил-Хумбо Гэндундуба. Но обычай отыскивать перерожденцев в младенчестве начинается уже после смерти Гэндун-Джамсо, и один начальник замка объявил своего сына его перерожденцем. Это, по-видимому, первый пример провозглашения перерожденца и предоставления ему прав предшественника. Этому перерожденцу, обожаемому чуть ли не с колыбели, суждено было быть приглашенным к монгольскому Алтанхану, который дал ему титул Вачира-дара Далай-лама, подтвержденный и Минским императором Китая. Впрочем, значение Далай-ламы в Тибете первое время не было особенно велико. Этим объясняется то, что 4-м перерожденцем признали сына монгольского князя, который, правда, был убит на 28-м году жизни в Тибете. Монголы говорят, что тибетцы убили его из племенной ненависти, распоров живот, то есть способом убиения монголами баранов. Следующему его перерожденцу Агван Лобсанджамсо, именуемому ныне просто Аваченбо, то есть 5-м великим, удалось приобрести светскую власть, которая первое время все же была такой номинальной.
Этот Далай-лама в союзе с первым Банченом не позадумался пригласить на свою родину монгольское оружие, лишь бы победить ненавистных советских правителей, хотя ему и удалось это достигнуть, но в дела Тибета стали вмешиваться монгольские князья, или признававшие верховную власть маньчжурской династии, или же боровшиеся за самостоятельность. После смерти пятого Далай-ламы в течение почти 40 лет Далай-ламы делаются предлогом политических интриг разных властолюбцев, пока ряд исторических событий не уничтожил в Тибете власть монгольских и туземных князей, и пока, наконец, в 1751 году не было признано за Далай-ламой преобладающее влияние как духовное, так и светское. На этом закончим 5-ю часть.